Я всю жизнь мечтал быть выпускником детского дома. Первый же день я очень сильно об этом пожалел. Пчелом Нунертес. Сегодня я приехал в местечко Дырнос в гости к Евгению Александровичу Волкову. Давайте знакомиться. Все мое детство это Фурмановский детский дом. В Петровском детском доме я воспитывался с 1 класса и до 15 лет. И когда мне исполнилось 15 лет, мне дали 10 рублей денег на руки, документы выпускника детского дома, комплект постельного белья, чемодан. Я остался один на один со всей этой жизненной ситуацией. 10 рублей быстро улетучились, распоряжаться деньгами сироты не умеют, вот я по себе сужу. Вот, я куда-то их проел, на мороженое, там еще куда-то. От 10 рублей ничего не осталось, в общем. Поступил на тракториста. Меня взяли сразу же и предоставили жилье. Это просто барак. Я приехал обратно в детский дом. Но поскольку документы все подписаны, документы выпускника детского дома у меня на руках, меня не пустили. А рядом с детским домом проходит тропинка. И по этой тропинке шла моя учительница со школы, в которую я рядышком ходил. Я сидел на лавочке, а вот это вот перила, а вот это вот как сетка металлическая. А вот по этой дорожке шла Ольга Алексеевна. Поэтому меня впечатлился детский дом именно вот с этой стороны. Она говорит, ну пойдем ко мне в гости. У меня, говорит, родители, бабушка Настя и дедушка Леша пчеловоды, мед, блинов напечем и угостишься. Я с удовольствием пошел к ним в гости. И они вот пообщались со мной, мы как-то подружились, я с ними пообщался, прикипел. Они мне сказали, не езди ты в это училище, вот тебе ключи и живи у нас. И я вот все 3 года, можно сказать, у чужих людей прожил. До самой армии. И сначала меня призвали в Ригу. Всех русских оттуда латыши прогоняли. Прям какие-то военные действия были. Нас в закрытой машине везли, и в нас умудрялись скинуть бутылку с зажигательной смесью. Нашу воинскую часть расформировали ровно за 3 дня. И я попал вот сюда, в Сыктывкар, служить в Катаевский полк. И во время службы познакомился с девушкой. В окошко увидел напротив здания общежития девушек. Они махали солдатам. Я помахал ей, она мне помахала. Я взял полотенце белое, написал, как тебя зовут. Она мне своим белым полотенцем ответила Анжелика. Я говорю, подходи вечером к забору, познакомимся. И к 7 вечера она подошла к забору, мы познакомились. И вы не поверите, в этот же день, прогуливаясь вот возле забора, я перепрыгнул через забор, в самоход так называемый. Вот. Я ей сказал, будь моей женой. Вот я нахожусь в том самом месте, где наш герой познакомился со своей супругой. Вот это военный гарнизон, он до сих пор гарнизоном является, а это общежитие до сих пор стоит. Это ваша супруга, ее зовут Анжелика, да? Анжелика Васильевна, да. Я просто карандашом рисовал и бумажками затирал, как это учили. Грифель наносил крошку и светотень наносил. Вот. И потом, когда карандашом нарисую, я его потом стираю. А здесь я оставил карандаш, и получился фотоэффект. А вот это вообще здоровая картина. Кажется, маленькая, а там все изображено, все просторы. Тут горы, да, получается, горы, это лес. Это дорога, да. Просто-напросто вот куски вот этого жженного дерева, вот такие же, оставались там. И я просто думаю, что в голову придет. И натыкал елочек, натыкал. И узнается ведь сразу, смотришь. Вот. Коми край, богат природой, тайга, реки и леса. Человек селенья строит, листвянка, елка да сосна. Край суровый, не поспоришь, вьюга дом не обойдет.
сиянье севера заводит, им любуется народ. Вот хорошо, что у меня есть с чем сравнивать. Люди Российской Федерации, вот с золотой середины, Золотого кольца, Ивановской области, не такие люди. Я не буду говорить о них плохо, но я отличие чувствую коми человека. Это какая-то скромность внутренняя, это какая-то сила внутренняя. Именно традиция силы коми народа, именно когда стал больше, дольше сталкиваться с коми людьми, с традициями. Вот это как сильно вот этот праздник Луд, также Ижемского района. Усть-Цилимские горки тоже приезжали. Вот, рассказывали Усть-Цилимы, мы с ними дружили. Я ездил по подтягиванию на соревнования в Усть-Цилиму очень часто. Мы общались, дружили. В общем, вот мы два района, Ижемский и Усть-Цилимский, мы очень сильно раньше дружили. Вот я сейчас, вот, допустим, рисую без карандаша. Почему? Потому что, когда карандашом нарисуешь, и потом нудно вот это все повторять. А я вот рисую вот вживую, что приходит в голову, и оно, когда рождается само по себе, мне это больше нравится и больше успокаивает. Испытываю ли я большое желание, с охотой или рисую, вдохновение получаю вдохновение, и мне оно вместо лекарств. Мне не нужны после моей страшной болезни, это геморрагический инсульт, вот я летом перенес, кровоизлияние в мозг. Вот. 2% людей выживают с этой болезнью. Солнце светит не всегда, надо жить и в непогоду. Где-то вновь идет война, и там молятся лишь Богу. Сильный духом видит дальше, он живет не для себя. Верный путь он не для фальши, продолжает жить века. На сегодняшний день у меня 2 диплома. Основное образование – это 5-летнее высшее образование психолог. Выпускная квалификационная работа. Особенности личностного развития детей, воспитанников детских домов. Второе образование – это переподготовка на учителя основ безопасности жизнедеятельности. Вот вас заметил, цветные картины, это гуашью рисуете? Нет, это до болезни я рисовал красками. С баллончика по металлу краски. С баллончика по металлу, вот да. такие картины? Я вот эту картину нарисовал пальцем указательным. Я нанес с баллончика синий фон, растер пальцем. Добавил черный фон, другой баллончик, растер пальцем. И много тех, кто после инсульта как-то расслабились, уже им жить как-то неохота. Какой совет вы можете дать тем людям? Не мириться с болезнью, а делать то, что сердцу. Если вот что вы в детстве умели, вы умели рисовать, рисуйте. Умели петь, пойте. Умели наблюдать за людьми, наблюдайте. Умели фотографировать, фотографируйте. Вы когда только начнете чем-то заниматься, болезнь будет уходить на второй план. Если вас интересует болезнь как инвалидность, получение группы инвалидности, получение льгот, вы начнете умирать и вы начнете болеть, вы получите свою драгоценную группу. Вы получите, но потом исправить будет сложно. У меня речи не было, я не мог ходить, я был парализован на всю правую сторону. У меня осталось зрение, диплопия, то есть это раздвоение. Я все вижу в двух экземплярах. Особенно страшно с левой стороны. Поэтому я в очках. На меня влияет свет. Когда я хожу, у меня головокружение, головные боли. И со всем этим сразу после больницы я начал заниматься творчеством. Нездоровым человеком. Стал рисовать и выжигать. А больным я не мог держать в руке, я не мог писать. Я потом заново учился писать. И вот через все это я прошел благодаря картинам. И... Да, я вот вам расскажу. Да, вот это после инсульта получается моя самая первая картина. Вот здесь на дереве видны те жирные точки. И вот как она у меня получилась, я рисовал ее больной рукой,
парализованный, очень медленно. Я глядел через правый глаз вот таким вот моментом. Я делал одну точку, другую. И вот эта медлительность мне помогла нарисовать. И потом я, конечно же, стал приобретать более профессиональные выжигательные приборы. На сегодняшний день уже насчитывается, вот вчера одну сделал, 65 картин. Я смотрю, у вас даже рамка для бани. Да, это у вас баня. Да, это баня. Даже кирпичики у вас выжжены туда. Да, на дереве. Это же дерево. Как и пол у вас дома. Как же красив коми-орнамент, на нем обозначений свод. Рисунок жизни зашифрован, куда он народ ведет. Дивный край для всех прекрасен, песни одной не обойдешь. Кто хоть раз гостил однажды, обратно в гости попадешь, в гости попадешь. Им не хватает пенсии, они собирают картошку и продают ее по трассам. Я сам видел этот случай. Он остановился и одной бабке орет: почем у нее картошка? А у другой на 10 рублей, видите ли, дешевле. Я, говорит, скину тебе 10 рублей, сынок, милок, купи у меня. И он подъехал к той, которая скинула вот стоимость 10 рублей. И меня вот это очень удивило, что на такой дорогой машине он еще и 10 рублей выиграл. Горжусь я, наверное, вот этой картиной. Посадка Ту-154 на Ижемскую землю. Это был 2010 год, 7 сентября. Я был в Ижемском доме дома и слышал сильнейший грохот и думал, что грузовик несется какой-то на мой дом. У меня дом на самом деле трясся, несмотря на то, что самолет летел по небу. Сергей Михайлович Сотников гостеприимно принял этот самолет. С Сергеем Михайловичем мы дружим, поддерживаем отношения, мы не раз встречались. Я на самом деле очень горжусь Сергеем Михайловичем. Он ухаживал за этой взлетной полосой. Я могу не как обыватель сказать, а точно. Когда я строил дом, я искал строительный материал. И мне подсказывали, где взять тот или иной строительный материал, где можно сохранить строительный материал. У меня ведь не было земельного участка. Я приехал тогда к Сергею Михайловичу, он меня совсем не знал, и спросил, можно ли на время сохранить на полосе взлетный лес, который мне повалили для дома. И он мне категорически запретил. Поэтому я в тот момент был как бы на него даже и обижен. Но вот когда Ту-154 сел на эту чистую полосу, я понял, что Сергей Михайлович на самом деле ее отвоевывал. Поэтому вот такая картина родилась. Покрывало облаков, слава богу, прошли. Самолет до 3000 снизил путь с высоты. Экипаж, как в бою, всем законам назло, видит реку внизу и идет на нее. Командир хладнокровно принимает решение и ведет самолет вдоль реки на снижение. Бог рассеял тревогу, взлетку нарисовал, полосу для посадки экипаж увидал. А вы когда пишете, прям соблюдаете ритм, чтобы был, да? И ритм, да. Чувствуется прям, как слова подбирали. Да. Даже тоже про Ту-154 фильм снял. Вот, я его смотрел, ваш фильм, как вы берете интервью и у женщины на каком языке, как они рассказывают, как самолет садился. Вот поэтому вот я так с вами и познакомился. Это важно человеку заниматься творчеством. Если рассматривать свободное время русского человека, ну я отношу туда и коми-человека, мы с личным временем распоряжаться все-таки так и не научились на сегодняшний день. Отдыхать мы как бы не умеем.
А в населенных пунктах на сегодняшний день это бич. То есть в сельских местностях, в деревнях это культурных и развитых центров очень не хватает, очень мало. Творчеством заниматься нужно было, чтобы просто-напросто не загубить свое здоровье различными какими-то негативными привычками. Графенков Виталий Юрьевич, он очень профессиональный художник, и он в Ивановской области, его приглашали и православные церкви. Я считаю, что я, наверное, по его стопам даже как-то иду, потому что он с детства уже, вот тогда, вот когда мне было 15 лет, он меня водил на свои вот эти вот работы, когда он писал на мешковине, как он эту мешковину готовил, какие краски и как наносил. Вот Графенков Виталий Юрьевич. Вот и мы сняли выпуск. Смонтирую, выйдет на канале. В завершение, что хотите сказать? Хочу всем, не только людям Республики Коми, а вообще тем, кто увидит этот сюжет, пожелать здоровья, счастья, не отчаивайтесь. И самое главное, творите, творите, творите. Делайте то, что вы умеете, то, что у вас лучше всего получается. А болезнь – это лишь испытание, которое, конечно же, вы пройдете. Всем, пользуясь случаем, с наступающим Новым годом, с наступающим 2021 годом. Здоровья, счастья, всего самого наилучшего, удачи. Сестры и братья,